Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» и студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня главное в программе. США вспоминают трагические события 11 сентября 2001 года. Еврокомиссия пытается договориться со странами Восточной Европы о квотах по распределению беженцев. И мусорным бизнесом в Москве заинтересовались крупные чиновники и олигархи. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени. В Праге с вами Шахида Якуб. Здравствуйте. Европа решает судьбы мигрантов. Министры иностранных дел Германии и Люксембурга проводят переговоры со своими центральноевропейскими коллегами, пытаясь убедить их принять беженцев. Чехия, Польша, Венгрия и Словакия отвергают идею квот для распределения беженцев, прибывающих в Европу. Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер огласил планы по равномерному распределению 120 тысяч мигрантов, прибывших на территорию ЕС. До этого страны ЕС уже договорились на расселение 40 тысяч мигрантов. Власти Венгрии, страны, настроенные наиболее критично к инициативе квот, заявляют, что беженцы нарушают законы страны и планируют усилить контроль над границами. Министр иностранных дел Германии в очередной раз призвал страны так называемой Вышеградской четверки к сотрудничеству. Несмотря на стремление жителей Германии помогать мигрантам, наши возможности не безграничны. Поэтому я и сказал сегодня утром, что это, возможно, самое большое испытание для Европейского Союза за всю его историю. И если это действительно так, то нельзя решить проблему силами одной страны. Мы можем надеяться только на европейскую солидарность. А в самой Германии власти депортируют албанцев, которые просили предоставить им убежище. Таким образом, официальный Берлин освобождает места для беженцев из Сирии. Подробности в репортаже Екатерины Бучневой. Около 80 албанцев возвращаются в Тирану. Они надеялись влиться в поток ближневосточных беженцев и получить убежище в Германии, но были депортированы обратно. Немецкие власти спешно высылают из страны нелегальных мигрантов с Балкан. Беднейшие страны Европы, в том числе Албанию и Черногорию, Берлин признал безопасными. А значит, их граждане должны вернуться домой и уступить места тем, кто действительно бежит из захваченных войной стран, например, сирийцам. Некоторых такая политика злит, другие, кажется, с ней смирились. Мы поехали в Германию из-за экономических проблем. Ничего плохого про канцлера Ангелу Меркель сказать не могу. Немцы дали нам приют, кормили и относились к нам с уважением. В этом году в Германии попросили убежище 37 тысяч албанцев. Теперь, когда в Западную Европу нахлынули десятки тысяч беженцев из Африки и из Ближнего Востока, они постепенно возвращаются обратно. Только до конца сентября в Тирану отправят еще 6 самолетов с депортированными из Германии албанцами. Помимо кризиса с мигрантами, Европа и США пытаются решить вопрос об участии России в конфликте в Сирии. В ответ на заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что вмешательство России только помешает решить конфликт, министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что российские военные учения у берегов Сирии регулярно проводятся в полном соответствии с нормами международного права. По его словам, оперативное сотрудничество между Пентагоном и российскими военными должно быть возобновлено, поскольку в Сирии и ее окрестностях действуют как американские, так и российские вооруженные силы. Мы всегда за то, чтобы военные между собой профессионально разговаривали. Они друг друга хорошо понимают. Это важно для избежания нежелательных, непреднамеренных инцидентов. Это специальная тема в Совете России и НАТО была. Сейчас все это, повторяю, по инициативе американской стороны закрыто. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на 12-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, назвал ключевым элементом очередной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке присутствие российских военных в Сирии. В эти дни российские так называемые «зеленые человечки» высаживаются сотнями в Сирии, инспирируя рост насилия на Ближнем Востоке и провоцируя дальнейшее увеличение количества беженцев в Европейский Союз. Кроме того, Порошенко выразил надежду, что и другие страны закроют воздушное пространство для российских самолетов, которые доставляют вооружение и войска в Сирию. А вот как относятся россияне к усилению военного присутствия России в Сирии. Мы против международного терроризма. Я против войны вообще. Я считаю, что правильно делают, что поддерживают. Если американцы сами себе выписывали, то вот и получают. Но я считаю, все, что делает наш президент, он делает все правильно. Там достаточно людей, которые хотят воевать, это же видно. Едут там стрелять в Донбасс. Я думаю, поедут и туда. А наше политическое положение в мире, я думаю, настолько очевидно сейчас отделенное от всех, поэтому мы вправе делать то, что считаем нужным, не советуюсь ни с кем.
Я против любой войны, тем более, которая несет такие тяжелые последствия для нас, для всех. Мне наплевать абсолютно, воюет они или не воюют. России ни в коем случае не нужна война. Для России война – это смерть, разрушение государства. Ровно 14 лет назад США подверглись самой страшной террористической атаке. Игорь? Действительно, Шахида, в пятницу в США отмечают 14-ю годовщину террористических атак 11 сентября 2001 года. По всей стране запланированы мероприятия в память о том дне, когда террористы-смертники захватили 4 самолета. 2 из них врезались в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 1 в здание Пентагона. А 4-й разбился на поле в Шенксвилле, штат Пенсильвания, не долетев до предполагаемой цели – Вашингтона. Корреспондент «Голос Америки» Кейн Фарабо побывал на месте крушения рейса 93, который должен был разрушить здание Капитолия в американской столице. Он пролетел в пике прямо надо мной и упал вот здесь. 11 сентября 2001 года в округе Сомерсет, штат Пенсильвания, разбился самолет, летевший рейсом 93 авиакомпании United. Здесь, в округе Сомерсет, до сих пор царит хаос. Приехали много представителей СМИ, отслеживают ситуацию. Сегодня в этих полях тишина и спокойствие. Прошло 14 лет с момента, во многом определившего дальнейшую историю Америки. Для Гордона Фелта этот день стал личной трагедией. Иногда мне все кажется сюрреалистичным. С самого начала мы поняли, что события, при которых погибли наши родные, имели историческое значение для нашей страны. Брат Гордона Эдвард был одним из тех пассажиров рейса 93, которые попытались отбить самолет у захвативших его террористов. О последних 35 минутах его жизни и жизни тех, кто находился на борту лайнера, рассказывает экспозиция в новом демонстрационном центре. Посетители узнают, кто были эти 40 героев и что они сделали, чтобы спасти здание Капитолия тем утром. Поразительно, что самолет был всего лишь в 18 минутах полета от Вашингтона. И когда думаешь о том, что террористы намеревались ударить по Капитолию и 5000 человек, которые были там, насколько другой была бы сейчас наша страна, если бы погибли все законодатели. Стивен Кларк – суперинтендант Управления национальных парков, к которому относится новый центр и окружающий его комплекс. Каждый год к нам приезжает около 325 тысяч гостей, но с открытием центра, я уверен, их число возрастет вдвое или даже втрое. Эта история по-прежнему волнует людей, даже 14 лет спустя. Гордон Фелт живет в штате Нью-Йорк, за несколько сот километров, однако приезжает сюда 6 раз в год. Для меня очень важно быть здесь. Мне кажется, семьям погибших важно принимать участие в процессе. Так и происходит. Они участвовали в приобретении земли для центра, в его проектировании и даже закупке товаров для магазина сувениров. Фелт надеется, что экспозиция не оставит гостей равнодушными. Я хочу, чтобы люди вышли отсюда и спросили себя, если бы на их месте был я, смог бы я сделать то же самое? Это вопрос, над которым посетители могут размышлять, глядя на последнее пристанище 40 человек, летевших рейсом 93. Некоторые эксперты в США полагают, что Америка не выигрывает, а проигрывает долгосрочную войну с международным терроризмом. Они напоминают, что цель любой войны не уничтожение максимального количества войск противника, а нейтрализация его стратегии. В этой связи власти США даже открыли программу в штате Миннесота, направленную на предотвращение случаев вербовки так называемых доморощенных террористов. Планомерная война с терроризмом длится уже более 10 лет, и Соединенные Штаты подвергаются опасности как внутри страны, так и за рубежом. О том, что нужно Америке для того, чтобы победить в этом противостоянии, рассказывает Вадим Оленчев. Называемое «Исламское государство» – это уже транснациональная террористическая группировка, к тому же располагающая значительными средствами. По последним данным, главари ИГИЛ собрали уже $823 миллиона и всего за год завербовали в разных странах 22 тысячи добровольцев. При таких масштабах идея джихадистов об установлении шариатского халифата начинает приобретать реальные черты. Наш сегодняшний противник, хотя и опирается на религию, чтобы оправдать насилие, но на самом деле идеология ИГИЛ или Аль-Каиды, и эта идеология тоталитарная, и путем ее распространения является религия. И в этом она очень схожа с коммунизмом. Это еще одна абсолютистская идеология, против которой мы можем использовать уже проверенные средства. И вот тут уроки холодной войны вполне могут выглядеть как наглядное пособие для достижения успеха. Чтобы выиграть долговременную войну с террористами, считают эксперты в США, необходимо выявить основополагающие
основополагающие преимущества западной системы и использовать их в борьбе с противником, так же, как это делалось в противостоянии с Советским Союзом. Если вы помните, Америка и Запад выиграли холодную войну без жертв и ракетных залпов. Советская система рухнула сама, потому что администрация Рейгана потратила 8 лет на то, чтобы дискредитировать советскую идеологию. Помните эту речь? Наша контрпропаганда велась на стратегическом уровне, прямо из Белого дома. Между тем угроза растет. Бандиты крупной нигерийской группировки Боко Харам, возникшей примерно 13 лет назад, только за прошлый год убили в Нигерии, Чаде и Камеруне 10 тысяч человек. С недавнего времени Боко Харам признает главенство ИГИЛ и теперь называет себя западноафриканская провинция исламского государства. Что же необходимо сделать, чтобы остановить продвижение ИГИЛ по планете? Аналитики в США считают, что Белому дому требуется, во-первых, выработать долгосрочную стратегию, а во-вторых, тщательно выполнять задуманное. Эта стратегия должна включать в себя сохранение личных и гражданских свобод для американских граждан, с одной стороны, и экономического роста и благосостояния, с другой. В то же время среди экспертов есть мнение, что, возможно, властям придется, не нарушая прав граждан на частную жизнь, более тщательно следить за подозрительными элементами в обществе. В этих сложных условиях мир становится все труднее поделить на белое и черное, утверждают консервативные политологи. По мере усиления войны с терроризмом, говорят они, американцам придется привыкнуть к тому, что они все чаще находятся в некой средней серой зоне. Ее состояние будет определяться тем, какой баланс между безопасностью граждан и их свободами сможет поддерживать американское государство. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Население Украины, похоже, уже изрядно измотано войной. Это констатируют волонтеры, собирающие помощь для Донбасса. Подробности у наших пражских коллег. Да, Игорь, переселенцы с Донбасса получают все меньше внимания. Волонтеры жалуются на то, что больше года войны и экономический кризис сделали свое дело, и объемы помощи, которые им удается собирать, уже не те. Убедилась в этом корреспондент программы Ирина Ромалийская. Она побывала в одном из самых крупных центров по оказанию помощи переселенцам. Опять-таки, это ничего сверх. Это только то, что даст возможность человеку некоторое время продержаться. Это рассчитано на 2 недели. Здесь людям, убежавшим от войны, дадут все, чтобы выжить на новом месте. Хоздвор бывшей фабрики за год войны превратился в крупный центр помощи переселенцам. Киевляне несут сюда продукты, вещи, деньги. Вот здесь теоретически должны лежать одеяла, но одеяло нам сегодня не перепало. Одеяло, подушки, кастрюли, сковородки, бытовая химия и лекарства – это то, что всегда в дефиците. Что одел, то и привез с собой на себе. Там не каждый может прожить без этого. А помощи люди несут все меньше. Если раньше Литвиновой едва ли не каждый час приходили смс-ки, уведомления о поступлениях на банковский счет, сейчас таких в лучшем случае 1 в день. Они приносили вещи, они перечисляли деньги, они готовили еду, приносили готовую еду, да. Но человек не может жить в состоянии постоянного стресса. Мы все адаптировались к войне. Помощь принимают в этом окошке. Очереди нет. Спустя час мы все же дождались человека с гостинцами. Уже все, что можно было достать из дома, фактически достали. Когда появляются какие-то новые ребята, которые перебирают свои подвалы, мы максимально быстро пытаемся эти подвалы их вывести, вот, дабы они не передали это родственникам, например, которые могут себе это позволить купить. Как раз такой подвал друга музыканта она и подчистила на этот раз. Привезла кастрюлю, утятницу, обои еще советских времен. Здесь все пригодится. Ирина Ромалийская, Максим Дрозденко. Настоящее время. Киев. Крупные чиновники и олигархи поделили мусоросборочный бизнес Москвы. К такому заключению пришли юристы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным ФБК, контракты со столичным правительством на ближайшие 15 лет оцениваются почти 150 миллиардов рублей. Что это значит для мусоросборочного рынка и для простых москвичей, выяснял Вадим Кондаков. Все случилось как-то тихо и незаметно. Был конкурс, были торги и были победители. Но вдруг выяснилось, что мусорный рынок Москвы оказался в руках 5 компаний, которые раньше отходами никогда не занимались. В своем блоге юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь выложила отчет о том, кто стоит за новыми фирмами. Это дружественный президенту предприниматель Геннадий Тимченко, сын генпрокурора России Игорь Чайка, вот, кстати, его компания «Хартия», олигарх Роман Абрамович и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. О том, кто стоит за 5-й компанией, пока непонятно.
Мы спросили Любовь Соболь, зачем столь уважаемым господам захотелось копаться в столичном мусоре. Ответ был до обидного незатейливым. Это очень просто. Это стабильный доход из бюджета. Огромные деньги. Игроки столичного мусорного рынка, а их сегодня около 500, сильно занервничали, ведь они для новичков конкуренты, а административный ресурс еще никто не отменял. Вы готовы к тому, что теоретически вы можете его потерять, потому что вас просто выжмут из этого бизнеса, с этого рынка вообще? Ну, естественно, что наш бизнес сократится. В конечном итоге может так случиться, что нам придется действительно закрыть это направление бизнеса. Артем, бизнесмен, занимающийся мусором, согласился только на анонимную беседу. Уж больно влиятельные у него теперь конкуренты. Говорит, если они захотят монополизировать рынок, платить за это будут все. В случае, если там собственники этой инфраструктуры захотят поднять цены, то у государства не будет выбора с ними там поспорить и так далее. Да? То есть будет поднят тариф на вывоз мусора, да, который платит население. Но возможное повышение цен – это полбеды. Вероятнее всего, новички не захотят вкладываться в развитие, что очень скоро приведет к проблемам с чистотой и экологией. Это пришли совершенно новые люди, которые в этом ничего не понимают. Вроде они должны, их обязывают потом чего-то строить. Опять игра на пальцах. Глава столичной ассоциации мусорщиков показывает нам карту свалок Московской области. Он составлял ее для подмосковного губернатора, но она до того так и не дошла. Испугались, потому что вообще все хорошо считалось так. Все пишет, все хорошо. Удивительно, но никто точно не знает, сколько мусора выбрасывает Москва. Говорят, от 4 до 6 миллионов тонн в год, 98% из которых просто закапывают в землю. И все это при постоянно растущих тарифах ЖКХ, что уже вызывает у граждан приступы гнева. К чему это приведет в дальнейшем, никто сказать не может. Ни мы не можем сказать, да, ни общество не может сказать, ни сами власти. Они сами не знают, то есть какую яму они, видимо, себе копают. Но думать об этом сегодня как-то совсем не хочется. Ведь даже если копаешь яму, то веришь, что она не для тебя, а для кого-то другого. Ну, или просто для мусора, в конце концов. Вадим Кондаков, Стас Феофанов. Настоящее время. В США законодатели-демократы помогли администрации Обамы заручиться поддержкой Сената в подписании исторической сделки с Ираном. Игорь. Это действительно так, Шахида. Сенаторы-демократы заблокировали голосование по резолюции, отвергающей ядерное соглашение с Ираном, обеспечив президенту Обаме победу в продвижении его главной внешнеполитической инициативы. Поддержавшие соглашение 42 законодателя прибегли к процедурному маневру филибастеру или затягиванию решения вопроса. Противникам сделки не хватило 2 голосов до 60, необходимых для того, чтобы разблокировать неодобрительную резолюцию и провести по ней голосование. США призвали к немедленному прекращению насилия в Нагорном Карабахе, заявив о необходимости принятия всех возможных мер для предотвращения жертв среди мирного населения. В сообщении представителя Госдепартамента США Джона Кирби говорится, цитата, «Мы получаем достоверные сообщения, что армянские и азербайджанские силы используют минометы и другое тяжелое вооружение у международной границы, что приводит к жертвам среди мирного населения и ущербу для деревень». Президент Обама поручил своей администрации подготовиться принять 10 тысяч беженцев из Сирии в следующем бюджетном году, который начинается 1 октября. В текущем году, по данным Белого дома, США примут 1500 сирийских беженцев. Однако правозащитники считают, что этого недостаточно. В интервью нашему корреспонденту Михаилу Гудкину директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот назвал цифры, о которых говорят представители администрации Обамы, каплей в море. США недостаточно делают. Последнее предложение Джона Керри увеличить годовую квоту на прием беженцев с 75 тысяч до 100 тысяч, и не все они обязательно будут из Сирии. Увеличение количества принимаемых беженцев на 25 тысяч по сравнению с общим числом сирийских беженцев 4 миллиона – это капля в море. США большая богатая страна и могла бы сделать намного больше. Кеннет Рот называет надуманными опасения тех, кто говорит о неконтролируемом наплыве беженцев в Европу. По его подсчетам, 350 тысяч беженцев, прибывших в Европу в этом году, составляют менее 0,1% от общего населения Европейского Союза. Правозащитник считает, что богатая Европа вполне в состоянии абсорбировать такое число новоприбывших и призывает страны Восточной Европы разделить это бремя и противостоять исламофобии.
Восточноевропейские страны хотели вступить в Евросоюз, и с этим пришли и привилегии, и бремя ответственности. Они вместе с другими странами Европы должны выполнять международную юридическую обязанность принимать людей, которые ищут убежище. Речь идет о небольших контролируемых количествах беженцев. Некоторые из этих стран соглашаются принимать только христиан. Они говорят, мусульмане — это слишком сложно, они могут быть террористами, их культура слишком иная. Мы должны серьезно противостоять этой исламофобии. Она базируется на ложном представлении о некой этнической чистоте в европейской истории. Однако каждая европейская страна является результатом миграции населения. Да, Европа в основном проповедует христианство, но разные европейские страны смогли интегрировать мусульман. А в тех, где не смогли, там виноваты неэффективные социальные программы. Они допустили дискриминацию, позволили мусульманам оставаться социально отчужденными, не позволили им полноценно принимать участие в экономической и политической жизни общества. Некоторые российские предприниматели стали более активно участвовать в проводимой властями политике импортозамещения. Шахида, эфир ваш. Да, в России уральский фермер в условиях продуктового эмбарго кормит всю округу запрещенными сырами. Владимир Сафонов готов делиться своим мастерством. Урок сыроварения он преподал и нашему корреспонденту Екатерине Пономаревой. Должна чиститься, да, то есть чистится как лук, да, то есть, ну вот она вот так вот и должна быть, да, потому что это же слоистый сыр. Свое дело Владимир начал несколько лет назад, хотел кормить семью и сельчан свежим сыром. Оказалось, фермерскому сырному делу в России нигде не учат, промышленные масштабы ему не интересны, и пришлось разбираться в рецептах самому. Зато теперь он настолько вошел во вкус, что никакие санкции не страшны. В меню почти 30 рецептов, в том числе и запрещенные к ввозу в Россию итальянские, французские, греческие сыры. Готовил фермер даже сорта с плесенью дорблю и кротен де шамильей. На вкус, говорят, от оригинала и не отличить. Но кто ж такому поверит на слово? Пришлось проверять. Первый номер дегустационной программы моцарелла уральская. Я итальянскую ела, уральскую ни разу. Ну вот, есть с чем сравнить, я итальянскую не ела ни разу. Слушайте, а вкус один, но он вкуснее. Наш свежее. Действительно, очень похожий вкус, но он не так сильно тянется, но вкус очень похожий. Закваски чаще используют импортные, закупают порошки через интернет. На них запрета пока нет. Говорит, наши, родом из Углича, могут дать заграничную фору, но их почему-то сложно достать. Владимир вообще надеялся, что санкции дадут развитию отрасли, но что-то там у чиновников опять не срослось. Как начинается какой-то ажиотаж, что вот началась поддержка и прочее. Да, я с энтузиазмом иду и говорю, ну как, ну началось же уже. А они как-то так с унынием так вот, говорят, да не, ничего не началось, вот как-то тогда, и вот меня опускают на землю опять очередной раз. С введением продуктового эмбарго спрос немного вырос. В планах у сыровара создать свою школу на Урале, чтобы моцареллу и качуту варили едва ли не на каждой кухне. На свой маленький завод у мужчины пока денег нет, ищут инвестора. Он и нам-то презентацию устроил в местной трапезной при храме. Постеснялся пускать домой. Но и в таких полевых условиях сыр получился, даже несмотря на помощь такого дилетанта в этом деле, как я. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Вот он, свежий сыр. Российский министр культуры Владимир Мединский перед тем, как занять свой пост, был известен как автор серии низкобюджетных книг с собственными версиями и толкованиями русской истории. В интервью российской газете он раскритиковал профессиональных историков и призвал относиться к советским героям как к церковным святым. Об этом рассуждает историк и публицист Кирилл Кобин в очередном выпуске спецпроекта «История времен Путина». Владимир Мединский, кажется, первый в истории СССР и постсоветской России министр культуры, настаивающий на принадлежности к историческому цеху. Более того, делающий на этой принадлежности ставку. В конце августа в российской газете с Мединским был опубликован большой разговор. Увы, материал прошел незамеченным, а жаль, беседа представляет собой превосходный материал для анализа, особенно исторического. Попробую набросать лишь несколько пунктов такого анализа. Статья называется удручающе банально. Из всех искусств для нас важнейшим является история. Можно списать заголовок на невысокий уровень журналистов, если бы не такая вещь. Нам сразу говорят, вот, дорогой читатель, наш новый идеолог, практически новый Ленин. Ленин использовал кино для пропаганды в стране с преимущественно неграмотным населением. Мединский, видимо, и совершенно справедливо считает большинство нынешних россиян исторически безграмотными. Оттого и бить нужно именно в слабое место. Впрочем, уже на этом уровне возникает логическое недоразумение.
Ленина за это его высказывание о кино никто не называл кинорежиссером или кинокритиком. Мединский, лишающий знания об истории, о прошлом, права на самостоятельное существование, швыряющий это знание в топку пропаганды, историком от чего-то считается. Нашу передачу продолжат коллеги из Вашингтона. Игорь, слово вам. Спасибо, Шахида. Большинство американцев дорожат своим правом на владение оружием. Однако растущее число жертв преступлений с применением огнестрельного оружия заставило многих задаться вопросом, стоит ли свобода доступа к оружию жизни стольких невинных людей. Активисты движения «Мамы требуют действий» с наступлением нового учебного года, когда многие родители со страхом отправляют детей в школу, требуют принятия законопроекта, способного прекратить массовые убийства с применением огнестрельного оружия. Подробности в сюжете Ануша Ведисян. На Капитолийском холме в Вашингтоне собрались те, кто потерял родителей, сыновей и дочерей, братьев и сестер, только из-за того, что огнестрельное оружие попало в руки человека с психическими проблемами. Только за минувшее лето американцев потрясли сразу несколько трагедий. Стрельба по военнослужащим в вербовочном центре в Чаттануге, штат Теннесси, убийство 9 афроамериканских прихожан церкви города Чарльстона и убийство 2 тележурналистов во время прямого эфира в штате Вирджиния. Сделать все возможное для того, чтобы остановить подобные убийства, призывают американских законодателей противники свободной продажи оружия. Сторонников запрета с каждым годом все больше. 52% американцев поддерживают ужесточение правил контроля за оружием. Однако даже поддержка президента Барака Обамы не смогла переломить ситуацию. Еще в 2012 году, после массового убийства в начальной школе Сэнди Хук, унесшего десятки жизней, в том числе 20 детей, президент Обама сказал, что это преступление поставило перед страной трудные вопросы. Он пообещал воспользоваться всеми своими президентскими полномочиями, чтобы защитить американское общество от подобных трагедий. Как показало время, вопрос оказался действительно не из легких. В 2013 году Сенат США не принял законопроект о дополнительных проверках для покупателей огнестрельного оружия. Я мама, которая живет в Соединенных Штатах. Только в этом году в стране зафиксировано 30 тысяч случаев гибели от огнестрельного оружия. Могу ли я спокойно жить, закрывая на это глаза? Спустя почти 3 года после трагедии в школе Сэнди Хук страна так и не может прийти в себя. Активисты движения «Мамы требуют действий» напоминают, что они добились принятия в 6 штатах закона об обязательной проверке психического здоровья покупателей огнестрельного оружия. Однако они требуют рассмотреть такой же законопроект на федеральном уровне. Участники демонстрации указывают, что эту инициативу поддерживают 85% американцев. В то же время они подчеркивают, что не выступают против права американцев на владение оружием. У меня 2 детей школьного возраста, которые во время стрельбы в Сэнди Хук тоже были в школе. Ведь это могли быть мои дети. Мне сложно поверить, что после подобных трагедий ничего не предпринято Конгрессом на национальном уровне. Слишком многие законодатели находятся под влиянием оружейного лобби. Эту ситуацию необходимо исправить, сказал отец убитой во время прямого эфира женщины-репортера Элисон Паркер. Она была одной из вас. Это могло случиться и с вами. Директор одной новостной организации сказал мне, что отправляет репортеров на съемки в бронежилетах. Разве это решение проблемы? Вы ведь не в военной зоне работаете. Я надеюсь, что вы, ее коллеги-журналисты, поможете, чтобы меня услышали в Конгрессе. В завершающей части демонстрации на Капитолийском холме прозвучали имена жертв, погибших от огнестрельного оружия. За каждым именем трагическая история потери близкого. И, как говорят участники движения, они верят, что американцы не готовы признать, что они бессильны перед лицом таких кровавых массовых убийств. Ануша Витисян, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В нашем эфире в субботу: есть ли у России шансы побороться с ИГИЛ и почему США обеспокоены наращиванием российского военного присутствия в Сирии. Молдова: почему проевропейские протестующие требуют отставки проевропейского правительства. И с какими козырями Александр Лукашенко подходит к грядущим президентским выборам. Обо всем этом программа «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.